Государство тратит миллиарды на социальную сферу по всей стране. Общественники фиксируют факты недобросовестных государственных закупок, жалобы от населения на отсутствие качества работ по воде и дорогам. В 2021 году выделено больше 225 тысяч тенге на строительство отвода от Пресловского группового водопровода до сел Узынколь и Аймжан Жамбылского района Северо-Казахстанской области. Подрядчик ТОВ «Водоникер» зарегистрирован в Карагандинской области, городе Жезказган. Договор на сумму больше 180 миллионов тенге. Срок до 30 декабря 2021 года. Но 25 июля 2022 года ЖКХ Жамбылского района обратился в суд, требуя выполнить договорные обязательства и признать данное товарищество недобросовестным участником государственных закупок. 6 декабря 2022 года вынесено решение, в котором иск отдела был удовлетворен частично. О признании недобросовестным участником государственных закупок отказать, понудить ТОВ «Водоникер» выполнить в полном объеме невыполненный объем работ согласно договорным обязательствам. Представители ТОВ «Водоникер» приезжали на осмотр объекта 22 февраля 2023 года и обязались приступить к работам согласно решению суда с 27 февраля 2023 года. Но на июль текущего года работы не ведутся. И это не единичный случай. Что делать и как свести коррупционные риски к минимуму? Армии сотрудников контрольно-надзорных органов и общественников явно не хватает для установления контроля над недобросовестными подрядчиками, тем более, когда сами заказчики работ смотрят на их выполнение сквозь пальцы. Государство вводит понятие «общественный мониторинг» за счет членов общественных советов, но местные исполнительные органы не заинтересованы в независимых членах общественных советов, превратив всю их работу в формальность. Разрабатывает закон об общественном контроле, но если нет независимых институтов, кто ими будет заниматься? Первый антикоррупционный медиа-центр Северо-Казахстанской области постоянно ищет новые нестандартные подходы. Мы убеждены, сельчане должны иметь прямое право на проведение независимого контроля за работами над социально значимыми объектами, будь то водопроводы или дороги. Типовые договоры с портала государственных закупок говорят, что заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации. Совместно с акимом сельского округа отобрано 3 человека для общественного мониторинга, с которыми проведены практические мероприятия. Получено официальное письмо от заказчика, что они являются представителями заказчика. Именно они могут стать движущей силой контроля качества работ.